Без Бориса Яновича не было бы того университета, который был тогда. Я уверена, я надеюсь, что его имя останется не только в истории нашего университета, но и в истории нашей республики. Дорогой Борис Янович, спасибо вам за наш университет, спасибо вам за то, что вы сделали, спасибо вам за то, что вы создали практически, способствовали созданию здесь Ленинградской научной школы в нашем Сыктывкарском университете. И земля вам будет пухом на своей родной петербургской земле. Спасибо вам. Долгое время плечо к плечу в составе ректората Сыктывкарского университета с Борисом Яновичем работал Владимир Александрович Каляпин. Это выступление. Прошу принять соболезнования нашей семье, Дэне Борисовне, родственникам. Мы с Борисом Яновичем, начиная с 1973 года, работали. А он по существу 46 лет. 46 лет жил мыслью, делами, действиями университета. Это был волевой, деловой, ответственный руководитель. Ну, сами подумайте, 46 лет, так сказать, бороться за то, чтобы построить новый классический университет на Европейском севере. Да, было очень сложно, потому что мне приходилось как раз совместно с Валентином Александровичем, Борисом Яновичем вопросы решать именно в первую очередь развитие материально-технической базы университета. Прежде чем принять студентов, надо было их посадить в теплые здания, теплые парты, то есть освещенные помещения, чтобы все это работало. И самое главное, то, что ведь что двигало энергию этого человека? Потому что была очень большая перспектива. Ну вот представьте, это был разработан генеральный план развития нового университетского городка, площадь 50 гектаров. Это 12 факультетов, это комплекс общежитий, плавательный бассейн. Это, конечно, сказка. Собственно, а реализован только химико-биологический факультет. Мы занимались этими вопросами, конечно, казалось бы, это утопия, но и фактически действительно не получилось, потому что республика экономически не была готова к этому. Потому что, работая даже в свои годы проректором по административной работе, я понимал, насколько ректор, проректор, всем коллектив, который работал, окружал нас, приходилось выбивать каждую копейку для каждого здания. Это экономический факультет, который был построен буквально считанный год. Это химико-биологический факультет, который начали разрабатывать вот земли, этот в Москве, в Министерстве СССР, там отбивали эту землю, сельхозземлю. Это те здания там искусств, потом это ботанический сад, биологическая станция, общежитие 960 мест. Все это, ничего этого не было. И на все это уходило время не только, так сказать, каких-то рассуждений, а это приходилось через Совмин, обком партии, выбивать через Министерство России, выбивать эти деньги, с администрации города квартиры выбивать для преподавателей. Все это было очень такая, я бы сказал, романтическая работа, энергичная. Это был привлечен большой круг людей, и питерских, и наших молодых специалистов.
И все с таким воодушевлением вкладывали душу в развитие вот этого нового университета. Борис Янович, мы общались с ним в последнее время очень часто, почти раз в неделю он звонил, он часто говорил, ну как же быть, почему не осуществились наши планы, вот те, которые вы намечали? Ну как это все будет? Не развалится университет, не превратится он там в школу какую-то просто педагогическую. Ну, мы приходили к выводу, что все-таки это будет хорошо, что деяния, которые были совершены, в частности, его ум, его знания, его дела, они останутся достоянием для молодого поколения. Пройдет время, и университет опять поднимется на новые вершины именно научно-технического, так сказать, развития. Пусть Борис Янович спокойно отдыхает и уходит в иной мир. Пусть земля ему будет похожа на питерской земле. Это потому что Питер — это было его излюбленной темой. Он пережил блокаду, его родители, он знал, что такое кусочек хлеба, крошка хлеба чего стоило. И поэтому он относился ко всему очень ответственно и очень серьезно в этой жизни. Пусть земля ему будет пухом питерской земле, и спи спокойно. Пусть надежды ваши будут оправданы молодым поколением. В 1972 году по приглашению Валентина Исаевна и Бориса Яновича Сыктывкар вернулся уроженец нашего города Касанович Тихон, который долгое время возглавлял кафедру, физико-математический факультет и во многом сменил Бориса Яновича на посту проректора по научной работе. Как насчет этого слова? Уважаемые родственники, уважаемые друзья, коллеги, сегодня, конечно, такой скорбный день и скорбные мысли, они могут быть на размышления, на создание того, что с этим связано. Связано это с именем Бориса Яновича, врача, который, безусловно, Деревянич, был всех нас, связан с Сыктывкарским государственным университетом настолько тесно, насколько живо, насколько неотъемлемо, что трудно представить, что теперь это не так. Я стоял сейчас и думал о том, что вот, представьте себе то, что было в конце, в то время, в конце 60-х годов, когда ставился вопрос о создании университета в городе Сыктывкаре. И историю вы наверняка знаете, и помните о том, что говорили, а зачем нам университет, у нас есть пединститут, и этого достаточно. А теперь представьте себе, что если бы Сыктывкарского государственного университета не было бы того университета, который был создан, начиная с 1972 года. А что такое Сыктывкарский государственный университет? Сыктывкарский государственный университет – это его люди, это его преподаватели, это его выпускники, это те, кто работает в республике, это те, кто создает базу республики, создает мощь республики. Вот тогда и вам встает главный ответ, что Сыктывкарский государственный университет был нужен. А кто создавал университет? В первую очередь те, как говорится, как говорят, пассионарные личности, такие пассионарные личности, как Валентина Александровна Витязева, как Борис Янович Брач, которые стояли в основе, и которые, значит, были стимулами, которые подталкивали, создавали условия для развития, для основания университета, безусловно, вначале, а потом и для развития университета. И поэтому, на мой взгляд,
трудно переоценить тот вклад, который внес Борис Янович в развитие становления, в тот самый период развития, бурного развития Кавказского государственного университета. Безусловно, значит, как всякая пассионарная личность, он был неоднозначен. Безусловно, значит, есть у всякой личности свои плюсы и свои минусы, но, так сказать, он всегда знал, для чего он работает, для чего он живет. Он знал, что цель, которую поставил, значит, перед собой вместе с созданием университета, она стоит того, чтобы жить ради них. И я лично, так сказать, благодарен за то, что, начиная с мая 1972 года, судьба меня связала с Борисом Яновичем. Он мне очень многому научил, я очень многому у него познал, и благодаря ему, так сказать, я сам, как выпускник Ленинградского университета, развился здесь, до сих пор работаю в Кавказском университете. Спасибо вам, Борис Янович, и простите за то, что, может быть, я недооценил вас, и простите за то, что, может быть, так сказать, пусть он, питерская земля будет Богом.